4 часа утра, а это старые ворота в селе из 200 домов, которые не входят ни в один район, ни в одну область. За воротами разваливающийся дом. Вы поверите, если скажу, что это сельская управа? Мы приехали с самого рассвета, потому как именно в это время в 5 утра местные жители собираются у этих ворот, чтобы выехать на работы по найму. Но к нашему приезду село спало. Что это за деревня? Кто там живет? Расскажем в нашем материале. Село находится в 100 километрах от Бишкека, называется Достух. При СССР здесь располагались дачи. В свое время власти выдали эти земли этническим кыргызам, которые переехали из Таджикистана во время гражданской войны. С тех пор прошло около 30 лет. В 5 утра уже стоят таксисты. Деревенские жители выезжают в это время на работу. Мужчин нанимают на строительство, а женщин на полевые работы. В день съемок погода была пасмурная, и мы смогли встретиться лишь с немногими. Чем живет население? Работает по найму. Из-за того, что нет своей пахотной земли? Да, у нас нет пахотной земли и нет пастбищ. В чем же проблема? Нет у села статуса, не относится ни к Токмоку, ни к Сайлыку, как частная территория. Вы все получили гражданство? Нет, только у нескольких. Да, я тоже тут родился. Как вас зовут? Бакытбек. Когда вы переехали из Жиргитала? В 2008 году. На что вы кормите свою семью? Стройка. Стройка? У нас нет красной книги, мы не можем получить документы, водонасос постоянно сгорает. Кое-как собираем деньги на ремонт. Как вы зарабатываете? Продаю веревки. Сейчас иду на базар. Можете показать? Мал базарға апаратасыз. Мал базарға апарамын. Ноқтолор. Сен конторыңға тошақым. Где твоя контора? Может, там поговорим? Это и есть наше рабочее место. Это что ли? Когда этот дом остался без присмотра, я специально снял окна. На улице не холодно, а внутри запах проветривается. Свет был. Иш бөлме устроили. Это рабочее место. Это я еще тут немного подремонтировал и убрался. Приезжали народные избранники, посмотрели. Что можем сказать, говорят, у нас нет денег. Пришли еще руководители Чуйской области. Мы не можем, говорит, помочь. От них единственная помощь была, это они дали адрес, контакты арабов. Обратись, мол, туда. У вас, видимо, нет никаких рычагов на власть. У нас ничего нет. Если бы было бы какое производство, были бы ресурсы какие-либо, были бы, например, земельные наделы, поступали бы тогда налоги, то тогда бы не мучились бы и нас взяли бы под крыло. В недавнем прошлом я нашел спонсоров построить ФАП. Они сказали, нужна земля с документами. У нас нет земли для ФАПа. Начали спрашивать про эту землю, нашелся владелец. А так здесь очень подходящее место для ФАПа, строительства детского садика, школы. Нам нужна школа для начальных классов, потому как для маленьких детей ходить в город Токмок сложно. Вы выяснили, кто владелец? Да, мы уточнили в госрегистре, кто владелец. И кто владелец? Ахматов Замирбек Калышбекович.
В селе стоит терпкий запах, узкие улицы, маленькие дома, хлипкие электростолбы вот-вот свалятся от ветра. Мейлі шамал маға башың ибегин, мейлі шамал құйын салып билегин, мен өзіңден башқа нәрсе сұрабаймей, араң тұрған столбама тибегин, араң тұрған столбаға тибегин деп. Вот так и поем. Столбы наспех завязали проволокой. Еще одна особенность: не слышно привычных звуков деревни, звуков домашних животных, петухов, коров, лошадей. Потому что у жителей нет условий для выращивания скота. На глаза часто попадается надпись «Продается». Что этому причина? Вопрос в том, что кто-то, может, раньше купил участок дешево и из-за проблем также дешево продает. Проблемы те же. Нет школ, больниц. Усугубляется это перебоями с электричеством и водой. С каждым годом становится все невозможнее жить в этом селе. Наши недальновидные власти проводили ли политику, которая бы помогла нашим соплеменникам? Нет. По идее, если родители получили гражданство, то и дети бы автоматически должны были получить гражданство. Но на деле это не так. По их словам, механизм получения гражданства 2011 года для джергитальцев стал политизированным и сложным. Здесь играют большую роль и внешняя политика, говорят джергитальцы. Если это не так, почему такие сложности у детей в получении гражданства? Эту проблему чиновники могли бы решить за 30 дней. И даже не за 30 дней. Белый дом, синий дом могли бы потратить своего времени хотя бы 3 часа, и проблема решилась бы. А по факту в Кыргызстане есть целое село, где большинство не может получить ни гражданства, ни паспортов. Само село без прописки не входит ни в город Токмок, ни в Аялыкмыту Сайрлык. Вот так вот, без роду, без племени, без документов, без школы, без садика, без элементарных условий живут 200 домов, 200 семей.